Ребята, давайте на чистоту. Бывало ли у вас такое? Вы в комнате, полной людей, и вдруг замечаете одну женщину, замужнюю, которая ведет себя с вами немного иначе. Можно списать это на воображение, но это не фантазия. Правда в том, что многие мужчины проходят по жизни, совершенно не замечая тонких сигналов, даже от замужних женщин. Вы можете думать, что обручальное кольцо на ТАВ – это стоп-сигнал, что она недоступна, из зрения закрыта или не способна на интерес. Но вот суровая реальность. Влечение не спрашивает разрешения. Ему плевать на клятвы, кольца и правила. Оно инстинктивно, подсознательно. Оно прокрадывается туда, куда логика запрещает. Замужем, в отношениях или просто друзья, если вы ей интересны, будут знаки. И если вы умеете их читать, они будут кристально ясны. В этом видео разберем 4 незаметных, но мощных сигнала, что замужняя женщина тайно к вам неравнодушна. Это не голливудские страсти, это тихие намеки, те, что большинство мужчин пропускает, пока не станет слишком поздно. Поехали! И да, подписывайтесь и включайте уведомления, чтобы не пропускать новые разборки о сложном мире влечения и человеческих инстинктов. Сигнал 1. Она вдруг стала больше следить за внешностью. Представьте, вы на вечеринке, может ужин или небольшая тусовка. Там замужняя женщина, которую вы знаете. Но сегодня что-то не так. Волосы уложены, макияж безупречный, наряд продуман до мелочей. Она явно приложила усилия. Но вот ключевой момент. Кажется, что это не для всех. Кажется, что это для вас. Можно сказать, да ладно, совпадение. Но вот в чем дело. Это редко совпадение. Влечение работает в тишине. Оно не всегда логично и осознанно. Если она вдруг стала одеваться тщательнее, надела духи, которые вы когда-то похвалили, копирует то, что, как она знает, вам нравится. Внимание! Она может никогда не сказать этого вслух, но ее язык, тело, стиль, энергия – все кричит, что вы привлекли ее внимание. С точки зрения стоика, это не повод делать выводы. Это повод быть внимательным. Философия стоиков учит: мы не контролируем других, только себя, но мы контролируем, что замечаем. Мы можем видеть вещи такими, какие они есть, а не такими, какими хотим их видеть. Так что если заметили резкие изменения в ее поведении, не игнорируйте. Признайте это тем, чем оно может быть. Тихим, но красноречивым сигналом влечения, и это только первый сигнал. Импульсивность – это не просто действовать не думая. Это быть в моменте, осознавать его и выбирать реакцию мудро. Вы не контролируете ее действия, но контролируете то, как их понимаете и на них отвечаете. Сигнал 2. Ее язык тела говорит громче слов. Давайте о невербалике. Слова – это легко. Любой может что-то сказать. Но когда дело доходит до настоящей химии, чаще всего правду раскрывает то, что остается невысказанным. Если замужняя женщина испытывает к вам интерес, ее тело выдаст это еще до того, как она произнесет хоть слово. И поверьте, язык тела говорит громче любых слов. Замечали, как она слегка наклоняется к вам во время разговора, или как задерживает взгляд чуть дольше обычного? Это не случайность, это едва уловимые, но красноречивые признаки влечения. Она может не говорить о своих чувствах, но ее тело часто выдает истинные эмоции. Если она смотрит вам в глаза и не сразу отводит взгляд, это сигнал, подсознательное приглашение к более глубокой связи. Обратите внимание, как меняется ее поза, когда вы рядом. Поворачивается ли она к вам всем корпусом? Слегка поправляет ли положение, когда вы входите в комнату? Все это подсказки. А еще есть мелочи, как она трогает свою шею, играет с волосами или неосознанно копирует ваши жесты. Это не совпадение, это инстинктивные движения, которые часто указывают на эмоциональное или физическое влечение. Притяжение живет в промежутках между словами, в том, как она располагается рядом, насколько близко подходит и как реагирует на ваше присутствие. Это безмолвный язык химии и связи. Теперь разберем один из самых явных признаков. Как замужняя женщина разговаривает с вами. Это выходит за рамки обычной светской беседы. Ее общение меняется, она вдруг начинает глубже интересоваться вашей жизнью. Это серьезный намек на то, что между вами может быть нечто большее, чем дружба. А она уже не просто поддерживает вежливый разговор. Она спрашивает о ваших увлечениях, целях, повседневных делах.
Может даже вспомнить что-то, о чем вы упомянули недели назад, мелочь, которую большинство бы уже забыло. Почему она так делает? Потому что начинает чувствовать с вами более глубокую эмоциональную связь. Она запоминает ваши слова, следит за деталями вашей жизни и проявляет искренний интерес к вашему прошлому и будущему. Когда женщина мысленно фиксирует то, что вы говорите, это не просто дружелюбие, это эмоциональная вовлеченность. Вы также можете заметить, что она ищет поводы поговорить с вами чаще. Может неожиданно написать или завести тему, которая, как она знает, вам важна. Это не случайность. Она освобождает для вас место в своем мире, а это явный признак растущего влечения. Признак номер 4. Игривые поддразнивания и легкий флирт. Перейдем к еще одному тонкому, но показательному поведению – игривому поддразниванию и флирту. Все начинается невинно – шутки, легкие намеки. Но если присмотреться, становится ясно – здесь что-то большее. Это не просто дружеская болтовня, это признак влечения. Она может подшучивать над вами чаще, чем над другими, бросать колкие комментарии или игриво толкать вас в разговоре. Сначала кажется, что это просто безобидные шутки, но поверьте, за ними скрывается больше. Флирт не всегда очевиден, он может начинаться с легких, казалось бы, незначительных прикосновений или комплиментов, но дело не в словах, а в том, как они сказаны. За ними стоит скрытый намек. Может, она смеется над вашими шутками чуть громче, чем нужно, или находит поводы остаться рядом. Касается вашей руки, случайно проходит близко. Эти жесты, пусть и мелкие, ее подсознательный способ укрепить связь. Грань между дружеским подразниванием и настоящим флиртом очень тонка, но как только ты распознаешь шаблон, все становится ясно. Ты ей не безразличен. Влечение не всегда очевидно. Оно может казаться запутанным, даже неудобным. Стоики учили нас наблюдать за жизнью, не поддаваясь ее течению. Поэтому, если замужняя женщина начинает поддразнивать, флиртовать или проявлять необычное внимание, это редко бывает случайностью. Но вот ключевой момент. Ты не обязан действовать. Просто осознай это. И помни, твоя реакция в твоих руках. Признак номер 5. Ее поведение в соцсетях. В современном мире соцсети – это не просто развлечения, они отражают намерения. И так же, как язык тела, взаимодействие замужней женщины с тобой онлайн может говорить о многом. Обрати внимание, стала чаще лайкать твои посты, комментирует там, где раньше просто листала, отвечает на твои сторис или даже пишет в личку просто так. Эти действия могут казаться безобидными, но они редко случайны. Если замужняя женщина испытывает влечение, она найдет способы оставаться на связи, даже через экран. Дело не в одном лайке или сообщении, важен паттерн. Она всегда одна из первых, кто реагирует на твои посты. Стала замечать то, что раньше игнорировала? Это ее тихий способ оставаться в твоем поле зрения, не проговаривая этого вслух. Стоики напомнили бы, соцсети – это современно, но человеческая природа неизменна. Не перегибай, но спостерегай. Возможно, она даже не осознает, какие сигналы подает. Признак номер 6. Она ищет поводы быть рядом. Еще один явный знак. Она прилагает усилия, чтобы проводить с тобой больше времени, особенно вне обычного круга общения. Начинается с малого. Случайное предложение выпить кофе. Внезапное приглашение на мероприятие. «О, я тоже зайду из...» Будто спонтанно, но нет. Это не просто дружеские жесты, это продуманные моменты сближения. Если такое поведение учащается, особенно если она явно стремится быть рядом, это уже не просто дружба. Она может предлагать встречи 1 на 1, искать поводы оказаться рядом. Может попросить помочь с чем-то незначительным или между делом предложить внеплановые посиделки. Эти жесты не случайны, это ее способ создать личное пространство между вами. С точки зрения стоицизма, это естественное проявление влечения. Мы не контролируем чувства других, но контролируем свою реакцию. Осознание дает силу, но не для манипуляций. Влечение особенно к замужней женщине. Сложная тема,
Даже если она тянется к тебе, это не значит, что она готова действовать. Эти сигналы, будь то изменения в поведении, языке тела или общении, часть человеческой природы. Но твоя реакция – вот что имеет значение. Стоики напоминают, в жизни многое вне нашего контроля. Ее чувства и поступки – не твоя зона ответственности, но твои принципы и выбор только твои. Влечение – часть жизни, но оно не определяет тебя. Видеть знаки значит сохранять осознанность, а не поддаваться импульсам. Так что если замечаешь эти сигналы, оставайся спокойным, собранным и, главное, верным своим принципам. Если замужняя женщина проявляет интерес, просто признай это, не более того. Ты контролируешь только свою реакцию.